Капшенков Павел, одна горошинка, Владимир Дубовка. Може правда, може ні, у далекой стороне. Між людьми был добрый лад, так же як з братом брат. Ані сварок, ані кпін, а ніяких колотнин. Не бывало их сдавна, одним словом сябрына. А лишь кажешь, что бяде, перашкод няма ніде, что яна наносит смут у затишный самый кут. Отбылося так якраз у далекий давний час. Через вёску летним днем подорожный шел с кийком, ідучи ён не в горох, да и бяде и допомог. Ён горошинку одну упустил на дернину, по дорожному даль пайшоў, і знак яго слядоў. А горошинка ляжит, як перлиночка блещит. Мышка снорки нюх-нюх-нюх, на горошинке трух-трух. Только взять хотела у рот, як яе зауважил кот. Кіпцюры настроїв ён, ты за мышкой наўздагон. А лепёг под брамный скок, да кота і ўзяў за бок. Кот замявкал, пёс гар-гар, а котиный господар пса суседского того и погладил батагом. Пёс завыл, заикотал и забылся про кота. Господарь яго уміх з хаты выскочил до іх, да и схапивши некий кол, по суседу перевел. Узнялася бойка там, гвалт страшенный, тарарам, и родня с усіх концов налетела до бойцов. Кто за пса, кто за кота, не война, а дурота. Били моцно, били так, каб застався добрый знак. Разлили пасля водой той безглузный дикий бой, а затым пайшоў разгляд, кто у бойцы виноват. Стало соромно усім, як дазналіся аб тым, што увесь пачаўся бой ад горошинки малой.